Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня у нас в гостях Николай Алексеев. Это блогер, известный человек, который записывает огромное количество странных, на мой взгляд, но уникальных при этом видео, которые пользуются огромным спросом в социальных сетях. Николай рассказывает о своей жизни, о своем опыте, и больше всего, конечно, меня как женщину, как говорится, мать, интересует видео с подборками покупок, еды, цен на продукты и многое другое, то, что мы с вами так любим. Привет! Привет! Спасибо, что позвали. Вот. Как ты? Я хорошо. А вы как? Мы тоже хорошо. Вот, спасибо, что пришел. Вообще хочется, конечно, поинтересоваться в первую очередь про то, как вообще ты решил заняться блогингом, с чего началась эта история. Первое свое видео я загрузил после пересадки. Это получается в 2024 году. После пересадки почки, вообще долгожданной, я подумал, а что мне мешает вообще транслировать свою жизнь в интернете? Почему бы мне не попробовать? Почему я продолжаю стесняться, там как-то самовыражаться? Вот. И я вышел в свет. А долгожданные почки, как долго ты ее ждал? Я прождал свою почку примерно 2 года. И все это время каждый день или через день? Через день на диализе, да? Через день, 3 раза в неделю, по 4,5 часа я ходила на диализ. Вот. Ну, тут надо, да, тогда отметить, наверное, твой диагноз, чтобы наши зрители, возможно, кто еще не в курсе, как-то вот посвятить их в эту часть. Можешь поделиться, пожалуйста, названием диагноза вообще, как это происходило, чтобы было понятно, чтобы дальше, если мы будем делать на это отсылки, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Я родился сразу с врожденной мутацией. Я родился, можно сказать, что без почек. У меня вместо почек были 2 камушка. Вот. И как только это обнаружили, я родился в маленьком селе Тербяз, это в Вилюйском Улусе. Вот. И меня привезли сразу в Якутск. И там совсем маленький человечек. Там мне даже года нет, меня сразу подключили к аппарату диализа. Вот. И аппарат диализа — это процедура, вообще гемодиализ — это такая процедура, которая заменяет функцию почек, выводит лишнюю жидкость из организма, там чистит токсины у тебя в крови. Это все, что ты питаешься, это остается у тебя в организме, потому что почки не работают, и естественным путем это никак не выходит. Вот. И получается, в 7 лет мне сделали первую мою пересадку почки от моей мамы. Она пожертвовала мне свою почку в городе Москве. Вот. И я с ней проходила 14 лет, и сказали, что срок почки закончен, потому как оказалось, что у почек тоже есть срок. Вот. И я снова вернулся в процедуру диализа. То, сколько она у тебя простояла, это хороший срок, какой-то средний или маленький, или зависит от возраста, сколько она простоит? Вообще зависит от донора. Сколько было лет донору, какой образ жизни вел донор и так далее. Вот. И в целом это средний показатель. Вот. Ну, на самом деле, спасибо, что ты поделился этим опытом, потому что когда мы, допустим, видим блогеров в социальных сетях, очень часто такое бывает, что люди смотрят и такие, может быть, накидывают какие-то комментарии, не зная опыта человека, через что он прошел вообще, то есть видят, условно, там, даже 5% от всей реальной жизни. Я думаю, что ты, наверное, тоже сейчас испытываешь эту, может быть, в какой-то мере фоновую какую-то историю с тем, что восприятие блогеров, оно отличается от того, какой ты человек в реальной жизни. Есть такое? Да, конечно, я в блоге транслирую не все, что вообще в моей жизни происходит. Вот. Да, это, скорее всего, где-то 10% от всей моей жизни, и я в целом как будто бы никогда так открыто не делился происхождением моего заболевания, моего диагноза. И я, получается, уже начал вести свой блог с момента, когда пересадка, моя вторая пересадка случилась, и вот отсюда отрывная точка, и она ведется как в режиме реального времени и по сей день. В свое глубокое детство я не погружаюсь обычно. Вот.
Ну, на самом деле, я думаю, что такой опыт людям может быть, правда, интересен, Мгм. и то есть это тоже мотивирует, чтобы люди не сдавались, чтобы люди шли к своим целям, проявлялись, несмотря на то, что у них есть какие-то особенности здоровья, так это назовем. А вторую почку ты тоже в Москве пересаживала или здесь? Вторую почку мне пересаживали в городе Волгограде. Это я туда, получается, поехал в конце 2022 года. Но это даже был не Волгоград, это город Волжский, он находится в Волгоградской области под Волгоградом. Я поехал туда один, бросив все, что у меня было здесь. Я бросил там учебу, у меня в тот момент даже было ИП, и я вообще бросил все ради того, чтобы жить нормальной жизнью. Ну, конечно. Вот. На самом деле я не думала, что я проживу там так долго, потому что в моих каких-то вот в мире с розовыми очками мне казалось, что я прожду свою почку, ну, максимум месяцев 6, полгода. Но время тянулось, шло, и по итогу, да, я прождал где-то 2 года, и вот. А у нас в городе, в республике не пересаживают почки. Это такая сложная хирургия, нужно куда-то обязательно вылетать, да? На тот момент в Якутске такой операции не делали. А сейчас? Сейчас у нас, да, есть свой лист ожидания, и сейчас в Якутске начинают потихоньку трансплантировать, пересаживать органы. Классно. Вот. Ну, это здорово, Ну, что это здорово, медицина что развивается. можно не бросать свою жизнь, да, кому-то и дальше продолжать. Да, то есть потому что понятно, что когда ты, ну, то есть условно только начинаешь там вести свою какую-то деятельность, да, какие-то, не знаю, предпринимательскую, может, отношения, что-то еще, и тут как бы тебе, ну, у тебя явно на весах, ну, условно говоря, жизнь, да, либо дела. Понятное дело, что человек выберет жизнь. А вот хочется еще спросить, а после такого жизненного опыта у тебя система ценностей как-то изменилась? Да, я меньше стала обращать внимание на негатив, я как-то стараюсь себя от этого огораживать, я меньше как-то трачусь на вещи, вот, я больше ценю какие-то эмоции, ценю какие-то вот мелкие радости в жизни. Я начала относиться к жизни как к подарку, я не знаю, ценить каждый момент. Например, вот когда ты ходишь на диализ, извините там, за подробности, ты не выделяешь жидкость естественным путем. И каждый раз, когда я хожу в туалет, извините, я каждый раз радуюсь. Вот. Это очень круто. Да. Да. А как только, в смысле, во время диализа? Да. То есть ты через день туда приходишь, и как ты приходишь, наверное, такое отекшее, опухшее? Да. Вот. Получается, за вот эти вот 2 дня, ну вот промежутки между диализами, я там выпиваю воду, пью суп там, или еду какую-то. И это все оседает у меня в организме, и я прихожу, там, привожу с собой на своем теле там 3 литра воды, например. 4 литра даже было. И его откачивают во время диализа. И на весах можно прям увидеть, там, допустим, ты весишь 50 килограммов, а уходишь с диализа 45 килограммов. Вот так вот. Ничего себе. Вообще мы про диализ же можем судить только по фильмам, кино, вот. И я видела, что, ну, по крайней мере, так показывают в этих сериалах и каких-то фильмах, что люди становятся довольно близки, потому что они очень много времени регулярно проводят вместе. Вот. Есть у тебя какие-то близкие люди с того периода жизни? Да. Мне посчастливилось встретиться с замечательными людьми, с моими вообще лучшими подругами. Их зовут Надя, Оля, передаю вам привет. Мы встретились с ними вот в Волгограде, и мы как-то быстро нашли общий язык, так быстро как-то сметчились, и мне стало там не так одиноко, потому что я жил один, и в целом незнакомый город, нету знакомых, близких, и как-то было тяжело. А тут в моем мире вообще появились 2 светлых человечка. Это так классно. Вот. И через какое-то время мы съехались, и вот мы жили компанейски втроем. Вот. Это на самом деле здорово вообще, что такой опыт, он сближает и реально дает какие-то такие клевые результаты. Но что потом вот какой-то такой сложный жизненный опыт всегда можно поблагодарить. И мне кажется, что это видео, на самом деле, да, мы хотели пообщаться просто с блогером, на самом деле такие, думаю, сейчас спросим, как набрать подписчиков. А в итоге, на самом деле, гораздо больше, мне кажется, здесь глубже тема развивается. Поэтому это очень здорово. И
Сейчас, извините, сама что-то честно, я признаться, я расчувствовалась сейчас. Ну, то есть у меня внутри сейчас такие чувства смешанные, и поэтому я хочу тебя тоже поблагодарить за то, что ты этим так открыто поделился. Когда, например, ты стал делиться уже об этом в блоге, этой темой, как люди откликаются, как они на это смотрят, может быть, ты кого-то поддерживаешь также? Да, вот, когда я начала об этом говорить открыто, мне начали писать там, и в комментариях, и в личных сообщениях. Иногда там со словами благодарности, спасибо, что ты делишься, транслируешь, вообще рассказываешь об этом на широкую массу, чтобы там, эта тема стала нормализированной. Вот. И некоторые люди у меня тоже в личных сообщениях делились своим опытом, своими переживаниями по поводу этого. И как-то вот на личном опыте я делюсь своим вот примером. И у меня еще многие спрашивают там, какие ты документы там собирал для того, чтобы податься там, на почку. И, конечно, я всегда отвечаю, всегда вот подскажу, укажу, вот, потому что когда я ехал, у меня не было никакой информации, и мне было бы намного легче, если бы в моей жизни тогда был такой же человек, как я сейчас, который бы понятным языком разжевал, рассказал, показал, куда конкретно идти, какие документы собираете и так далее. Вот. Да, в таком случае путь, правда, становится более как бы знакомым, то есть от того, что есть чужой опыт, ты его тоже уже проходишь с спокойной душой, условно, что ты можешь себя спросить у кого-то. А вот до Волгограда ты говорил, что у тебя был какой-то ИП и учеба. Это где ты, что было за ИП, где ты учился, и как это сейчас, после уже этого перерыва, реализовано? Так же осталось или Нет, резко поменялось? Резко поменялось. Вообще я по образованию медицинский брат. Вот. После этого я поступил в мединститут на врача. Вот. Но мне пришлось бросить вообще отчислиться ради того, чтобы жить. Вот. А у меня было ИП, это был маленький магазинчик продуктов в Мархе. Вот. Все. Ну, сейчас, кстати, вот к слову о продуктах, сейчас ты, то есть в своем блоге очень часто показываешь продуктовую корзину. Резко мы перескочили с диализа на продукты, простите. Очень классную продуктовую корзину, такую грамотную. Там и овощи всегда, и мясо. Это вот тоже ты научился такой вести правильный образ жизни, так осознанно подходить? Да, когда есть ограничивающие факторы в плане питания из-за моего здоровья, я, начал сейчас питаться. Ты, наверное, более бережно все равно относишься в целом к своему телу. Это как мы говорим часто, вот эти тосты про здоровье, про то, что нет ничего важнее здоровья, но как будто бы ты лучше нас всех понимаешь, насколько это важно. Ну вот, возвращаясь к опыту диализа, тогда я реально понял, насколько продукты имеют важность в организме человека. Например, я ел кучу сладкого, и от этого я очень сильно отекала, например. А когда я ел овощи или там фрукты, фрукты тоже замена там сладкому, это, то есть отеков не было. Было меньше, и по показателям анализов было лучше. И вот на таком вот, когда ты постоянно диагностируешь себя, когда ты постоянно себя анализируешь, ты понимаешь, какие продукты хороши, какие продукты не очень. Ну, можно там позволить себе по праздникам, там тортик какой-нибудь. Вот. Но в целом я сейчас привык питаться без соли, питаться натуральными продуктами, вот. И мне нравится. Ну, а когда вот в блоге, допустим, сейчас, когда ты ведешь его, какие у тебя, в основном, скажем так, самые популярные темы, которые больше всего пользуются интересом у подписчиков? Ну, вот как вы, наверное, подметили, это продукты, продуктовая корзина. Вот. Я всегда ищу интересные места, где могли бы быть интересные продукты. Я, например, вот сейчас пытаюсь активно искать малину. Оказывается, малины в Якутске нет. Вот. Какую, свежую или замороженную? Замороженную. Да, ее меньше стало как будто. Вот. Я поражаюсь вообще. Я сижу и думаю, вау, сколько всего интересного между нами происходит. Ну, я в основном... Да, и свежей, кстати, не было.
Чего? Реально. Это тебе не клубника, он на каждом углу есть. Ну, если вот еще хотела отметить, у тебя ты ведешь 2 социальные сети, ну, то есть из тех, которых я знаю, то есть это запрещенная соцсеть и как бы и ТикТок, то есть ТикТок он в целом не запрещен, ну как бы, и я видела, что у тебя в ТикТоке 47 тысяч подписчиков. Круто. Да, это как быстро так случилось вообще? А я не знаю, как так набежали. Потому что ТикТок... интересные темы, как будто близкие людям очень, да, такие лайфстайлы? Ну вот особенность просто ТикТока, да, в том, что на самом деле... Ну, то есть я сама смотрю, там, мониторю и понимаю, что особенность ТикТока в том, что ты как бы распространяешь информацию сразу глобально, то есть она уходит сразу за пределы региона моментально. А нету ограничений? Я думала, что у нас ТикТок, он очень локальный. Нет? Там вот тут моментально твое видео расходится куда угодно, только не в свой регион. Да. И тем самым ты как бы берешь на себя, назовем ее ответственность, да, за позиционирование того региона, в котором ты живешь. То есть это же тоже как бы важно очень. И я вот смотрела, что в зимнее время, то есть ты там снимала и как-то в минус 50 перемещаешься и так далее. Вообще, есть ли какой-то интерес, наверное, к региону, к городу, вот к особенностям вообще? Да, в комментариях очень много интереса. Самый частый вопрос — это как вы там живете? На что я там снимаю видео, живем мы хорошо. Ну, вообще, в целом, у тебя есть цель, может быть, переехать, или ты как-то патриот, или вот тебе нравится жить здесь, может быть? То есть, как вообще? Нет, мне очень нравится жить в Якутии. Здесь мои корни, здесь я рос всю жизнь, и как-то мне бы хотелось здесь обосноваться, как-то вот тут жить. Мне тут комфортно, мне мой климат очень нравится. Вот, ни на что не променяю. И еще вот по поводу работы, да, то есть я знаю, что сейчас ты работаешь специалистом по СММ. Вот, а в дальнейшем у тебя какие планы? Но мне сейчас очень нравится работать вообще в сфере маркетинга, и я хочу, может быть, остаться в этой сфере дольше. Вот. Я работаю сейчас в Очки да Линзы, мне там очень нравится. Вообще мой коллектив — это вау. Я нигде еще такого классного, дружного, вообще по вайбу одинакового, я бы сказала, коллектива я не находила еще, не встречала. Вот. И мне очень нравится. И, может быть, я бы хотела даже связать свою жизнь с этой компанией и вообще вырасти в ней по карьерной лестнице. Вот. Ну, это невероятно же важно, чтобы тебе было комфортно, потому что это огромная часть жизни вот это на работе. Если тебе там некомфортно, то жизнь, наверное, не очень. Так что классно, что комфортно. А если говорить, например, про твой жизненный опыт, например, с диализом, да, то есть вообще в целом с болезнью, и ты говорил, что ты то есть ты медбрат, и потом, то есть ты учился уже на высшей медицинской, то есть и еще плюс ко всему ты очень много знаешь сейчас про полезные продукты, то есть у тебя уже, то есть огромная самодиагностика прошла, и то есть те рекомендации, которые ты даешь в своем блоге, они правда эффективны, и они проверены, на себе, в прямом смысле слова. Вот. А с этой частью, например, жизни ты бы хотел как-то связывать что-то, делать еще? У меня была мысль как-то, может, отучиться на нутрициолога, но пока не мое. Вот. Я просто, как вы подметили, у меня лайфстайл-контент, и я просто пока делюсь своим личным опытом, как вообще у меня проходит моя жизнь. Вот. Ну, если честно, мне понравилось видео, совершенно простое из тех, что я видела. Конечно, понятно, что жизненный опыт мы не умаляем ни в коем случае, но вот мне, как человеку, который просматривает видео, мне понравилось видео с тем, как ты доставал зимние куртки, убирал зимние куртки и доставал весенние. То есть мне я думаю, это настолько, как сказать, как-то просто, понятно, то есть это делает каждый человек, но не каждый догадывается из этого сделать контент. То есть он просто открыл чемодан, достал оттуда одни куртки и положил в него другие, закрыл, еще по пути нашел 50 рублей, что-то такое. Это такой радостный. И знаешь, это очень простое видео. И я думаю, какое оно классное. Вот мне, знаешь, я так почувствовала простые радости жизни, знаешь. А мне отправляли видео, когда в Макс-маркете была распродажа,
Я просто тогда не сопоставила, а сейчас все пересматривала и поняла, что я видела же все вот это. И вот это, ну, действительно же, всем это близко, всем интересно, где распродажа, всем интересно, сколько стоит твоя одежда, вот, продукты. А потом, когда это делается вот настолько искренне, без, как сказать, не стараясь кому-то сильно понравиться, а просто вот, ну, как бы полностью принимая себя. Вот это чувствуется, как-то Да, считывается, да. и сразу становится интересно смотреть. Очень искренне. Вообще, мне кажется, мы можем долго тебя нахваливать. Да. Вот Спасибо. в этом вопросе тут нас точно хлебом не корми, как говорится. Вот. Но еще бы хотелось вообще услышать, может быть, про... Когда, вот, например, блог как-то ведешь, может быть, поскольку ты еще и как бы сейчас свою жизнь все-таки как связываешь как маркетолог, да, то есть работаешь в фирме, помогаешь развиваться компании, ты как-то применяешь какие-то маркетинговые фишки в своем блоге или, ну, то есть только честно, либо ты там, ну, вот просто сниму про весенние куртки, или ты такой, так, я знаю, что типа сейчас все это делают. Положу 50 рублей в карман. Да, пускай, сейчас я. И такой раз, и это постанова. Ну, вот хочется... Честно. Нет, честно, у меня, честно, нет. Я как-то очень именно вот в маркетинговом плане выдыхаюсь на работе. Я там все свои мозги там оставляю, что у меня не остается порой даже какой-то вот идеи для себя, как-то это интегрировать вот в мою жизнь, чтобы... Ну вот, как вы сказали, да, там как-то фишки у себя использовать. Вот у меня никак вообще не остается даже об этом мыслей, вот. Просто естественно получается. Да, и вот, например, вот видео, да, про распаковку одежды, там вот это снять, это я выложил чисто от балды, честно. Ну, и вот так вот оно и бывает, да, самое видео, которое ты такой, ну, выложу. И потом люди говорят, это такое классное видео, мне так понравились твои куртки. Ну, мне, да, вайб, очень классный вайб был в этом видео. Прикольно. Спасибо. На данный период времени, то есть ты уже очень много вложил в свой блог, и что-то выкладываешь просто так, что-то, возможно, ты специально все-таки едешь куда-то, снимаешь обзор и так далее. Сталкиваешься ли ты с хейтом? С ним я сталкиваюсь постоянно. Особенно в ТикТоке. Вот. Если зайти под мои комментарии, например, то там очень много хейта. Ну, там есть положительные комментарии и есть очень много хейта. Вот. Но хейт, на мой взгляд, он немножко необоснованный. И, скорее всего, это люди, которые как-то вот свои комплексы навязывают на другого человека. Потому что люди зачастую ко мне придираются по поводу внешности, по поводу того, как я говорю, или как я там вот разговариваю, как я озвучиваю, к моему голосу. Извините, я со своим голосом сделать ничего не могу. Вот. И внешность я свою кардинально тоже менять не хочу. Вот. И, конечно, у меня бывают там жизненные какие-то вот события, да, там я поем перед сном что-то соленое, и я теку на утро. Но я об этом все равно сниму видео. И типа меня сравнивают там с разными отекшими людьми. Олег Монгол. И что-то вот из этого разряда. Вот. Я в шоке. У меня из-за необоснованного хейта самая яркая любимая история — это про маленькую Дашу. Мы с детства общаемся. И в школе ее маму вызывала одна преподавательница и говорила, что она очень вульгарно завивает волосы, а ей типа 8 лет, и это ее волосы. Она их вульгарно не завивает. Ну да, вот, то есть это когда от природы у меня, да, кудрей, то есть когда учительница, то есть у меня был такой, здравствуйте. Ну, короче, поменьше бы нам встречать таких людей, которые что-то не устраивают в нашей внешности. Это точно. А как ты вообще в целом, ты с этим, ну, условно, как ты к этому относишься вообще? Ты отвечаешь, может быть, ты там, не знаю, не отвечаешь, просто удаляешь, есть люди, которые удаляют, либо ты разрешаешь всем, ну, делать, что хотите. Как у тебя? Да, я к этому отношусь как делайте, что хотите. Это меня не касается. Я как-то это все избегаю, игнорирую. Я не хочу погружаться в негатив и застревать в этом негативе. Как-то, когда ты отвечаешь на один негативный комментарий, к нему прилетает еще 10. Как-то негативом отвечать на негатив, это порождает еще больше негатив. И как-то, ну вот, хотят люди как-то самовыражаться в комментариях, ну, пишите.
А ты всегда был таким человеком, который так относится к негативной части? Или же это все-таки твой, ну, жизненный опыт, скажем так, дал тебе понять, что, ну, то есть воспитал в тебе вот такое большое сердце? Или же это ты и до этого, возможно, таким был? Ну нет, конечно. Ну вот когда я вообще начал заливать свои видео в ТикТоке, они там набирали очень мало просмотров, и, следовательно, мало людей их видели, и мало комментариев было. И зачастую были очень позитивные комментарии, мне нравилось, как там развивается соцсеть, и мне нравилось, как там комьюнити, и я тогда с ними общался, там как-то отвечал, разговаривал. А вот когда мои видео начали пробиваться в рекомендации, там мои видео начали набирать там сотни тысяч просмотров, и там очень много стало хейта. Я сначала там вел прямые трансляции в ТикТоке и спрашивал, а за что, а почему, а зачем вы так? И люди писали, ну так, ты выглядишь странно, там, ты выглядишь как-то не так, у тебя узкие глаза, там, типа, что ты спишь? Глаза шире открой, да. Вот. Ой. Вот такие вот штуки были. И я понял, что, ну, этим людям невозможно ничего. Это про них, не про тебя. Да. Этим людям невозможно навязать свое мнение, как-то отстоять свое мнение. Там. Это люди, которые в интернете как-то пытаются самоутвердиться и так далее. Вот. Из-за этого я просто перестал отвечать, я начал просто их игнорировать. Вот. Ну, классно, что тебя это не остановило, например, вести соцсети, там, делиться своим опытом, быть полезным, потому что, ну, скажем так, да, возможно, есть какое-то количество, ну, условного хейта, но вперевес все равно есть люди, которых, и жизни людей, возможно, даже, которым ты помог там, своими отзывами. Огромное количество людей интересуются твоим контентом, то есть и используют его в своей жизни, применяя, поэтому я думаю, что здесь тоже большой плюс в том, что ты делаешь. Вот, поскольку наше видео подходит к концу, хотелось, во-первых, поблагодарить тебя за то, что ты пришел, и, возможно, ты бы хотел что-то, может быть, сказать нашим зрителям или своим подписчикам, какие-то напутственные слова, может быть. Вам спасибо, что вы меня пригласили. Вот. Это мое первое интервью. Я очень сильно волнуюсь и переживаю. Вот. А что бы я хотела сказать? Будьте здоровы. Ну, что можно сказать? Не застревайте на негативе. Больше фокус на счастье. Вот. И будьте добрыми. Я не знаю, я не умею. Спасибо, но вообще классно. Да, классно, потому что реально наш сегодняшний выпуск, как говорится, мы планировали просто пообщаться с блогером, а пообщались с человеком с уникальным жизненным опытом, который показывает, опять же, пример, что самое важное в жизни, на самом деле, это те мелочи, которые мы с вами порой не замечаем, что жизнь состоит из гораздо больших деталей, ярких, интересных, хороших, да, и это очень здорово. Твой жизненный пример – это большой урок для нас, для всех. Большое тебе спасибо. Вам большое спасибо, что пригласили, позвали. Все, давайте попрощаемся. Всем пока, друзья. Спасибо.